Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня в нашей студии министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Здравствуйте, Джамбулат Вахидович. Здравствуйте. Несколько дней назад в Москве вы приняли участие в работе съезда Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии. Это вновь созданная организация. Вопросы обсуждались очень важные. Они касались сохранения мира, единства многонационального народа как на общемировом, так и на региональном уровне. Поделитесь своими впечатлениями и насколько, на ваш взгляд, важны подобные площадки для решения этих важнейших проблем? Прежде всего, мне кажется, рассуждая об актуальности таких форумов, цель которых прежде всего это интеграция, интеграционные процессы. И на этом форуме было совершенно ясно, что именно евразийский континент в основе своей сегодня ответственен за судьбу мира. Несмотря на то, что те, кто считают себя самыми ответственными, находятся за океаном. Тем не менее, мы с вами понимаем, что Россия, помимо того, что она является самым большим государством в мире, как мы все это хорошо знаем, но она также является основным связующим звеном на евразийском континенте, и то, насколько все эти процессы будут, насколько тесно они будут связаны с Российской Федерацией, ее государственно-национальными интересами, то, насколько мы сегодня будем жить в ногу со временем, то, насколько мы сегодня обеспечим влияние и значение России как стабилизирующего фактора в области региональной безопасности, глобальной безопасности, континентальной безопасности, в конце концов, очень многое зависит то, насколько мы с вами пройдем через всю эту геополитическую турбулентность, которая связана и с борьбой с международным терроризмом, и с экологическими проблемами, и с вопросами макроэкономического характера, которые нам нужно решать в тесном взаимодействии с государствами, которые находятся на этом континенте непосредственно. То есть здесь решалось, на мой взгляд, сразу несколько задач как бы и глобального, и регионального характера, потому что это еще один шаг к сближению стран бывшего СССР. Это очень хороший шаг в сближении России и Юго-Восточной Азии. Это очень хороший шаг, там присутствовали практически все посольства, так сказать, этих стран. Были очень влиятельные, очень солидные делегации. Это были десятки стран, так сказать, практически весь евразийский континент там был представлен, и не только. И во всем в этом, в полной гармонии и в полном согласии было видно, что Россия играет такую таранную роль в данном случае, и не считаться с Россией, для всех это было опять же понятно, это все равно, что не считаться с нашим континентом, включая, кстати, Европу, представители которой там очень красноречиво и очень убедительно говорили, например, французская сторона, там был Бернар Лазе, по-моему, его звали, очень крупный финансист, владелец инвестиционной компании, которая здесь в России работает, как я понял, достаточно успешно, говорил о том, что о губительности санкций, которые введены против России для Европы, что ни политические, ни экономические санкции, никакое давление сегодня не заставит Россию свернуть с выбранного пути. А путь-то наш, в общем-то, он не пересекается с путями других держав. Мы не нарушаем ничей покой, мы развиваемся в рамках своего представления о демократии, в рамках своего представления о насущных проблемах, о укреплении государственности. В принципе, наш с вами российский народ, он еще формируется, находится в стадии формирования, идентичности, осознания себя. Потому что российский народ – это целая симфония народов.
Да, вот, да, кстати, где... вот мы плавно переходим уже к обсуждению этих проблем, которые тоже существуют на территории нашей страны, и, безусловно, их очень важно решать. Это проблема сохранения мира, межнационального согласия. И самое время спросить у вас об опыте Чеченской Республики, как это происходит у вас. Вы знаете, мы не упускаем ни одного символа в данном случае, да, ни одного знака, поэтому мы говорим, то или это символично или знаково. На вот этом обугленном, черном, таком драматическом, трагическом, я бы сказал, пространстве, которое осталось от Грозного, первым храмом, который там был построен, да, это был храм, православный храм Михаила Архангела. И это было знаково, это было символично. И этот город Грозный, который когда-то был средоточием очень многих национальностей и культур, где не было, скажем, мононациональности, да, где даже была такая своеобразная национальность, что ли, да, если можно так выразиться, которая называлась Грозненец. И вот многие представители, многие жители этой дружной чечено-ингушской столицы до сих пор собираются, у них есть какие-то клубы, есть, так сказать. То есть этот сегодняшний пример говорит нам о том, что Ахмад Хаджи Кадыров, который в свое время принял весь этот страшный удар терроризма, когда решался вопрос, быть или не быть чеченскому народу, одна из главнейших задач, которую он ставил перед командой, это была задача возвращения так называемого русскоязычного населения. И я вам скажу, что когда после его трагической смерти, когда на этом посту его заменил его лучший соратник и помощник Рамзан Кадыров, нынешний глава республики, так вот первым документом, который он подписал, став президентом, сразу после инаугурации в 2007 году, 9 апреля, это был указ о гармонизации межнациональных отношений в Чеченской Республике. Была подписана целая концепция о межнациональных отношениях. И после этого у нас стали создаваться национально-культурные автономии. Мы проводим совместные мероприятия. У нас развивается казачество. У нас развивается куначество. Вот недавно была у нас как раз комиссия из Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с Виктором Петровичем Водолацким, где мы решали очень многие вопросы возрождения народной дипломатии, аталычества, куначества, очень многих моментов, которые сближали наши народы исторически, очень многие традиции, обычаи, которые давали возможность видеть в людях больше того, что их объединяет, чем разнит. И вот эти обычаи и традиции во многом и сформировали Россию как многонациональное, дружное, единое государство. А как сегодня реализуется в Чеченской Республике национальная политика? На чем она прежде всего основывается? Каковы ее направления? И, может быть, какие-то сложности существуют? Без сложностей никогда ничего не бывает. Мы живем, мы живые люди. Людям свойственно и ошибаться, и, так сказать, и побеждать, и терпеть поражение. Вот. Разумеется, если мы говорим о нормативно-правовой базе, то основополагающим документом, который регламентирует нашу работу в своей основе на федеральном уровне, это, конечно, стратегия государственной национальной политики до 2025 года. Есть программы, есть подпрограммы уже на региональном уровне, которые мы реализовываем и реализовываем достаточно успешно в тесном взаимодействии с соответствующими профильными федеральными органами власти, как то Федеральное агентство по делам национальности, которое возглавляет Игорь Вячеславович Баринов. Мы очень тесно взаимодействуем с Советом по делам национальностей при президенте Российской Федерации. Мы очень пристально уделяем внимание опыту соседней республики, например, Республики Дагестан, где более 40 народностей, больших и малых, проживает. У них тоже очень большой опыт. Вот. Несмотря на то, что, в принципе, скажем, в своем большинстве, конечно, в Чеченской Республике более 90% превалирует именно чеченское население. Вот. Но, вы знаете, мы сейчас очень отрадно наблюдать
такую приятную для нас тенденцию, как все-таки возвращение этого русскоязычного населения к нам. То есть как бы оно идет. Я не скажу, что в геометрической прогрессии, конечно, люди присматриваются, прислушиваются, люди приезжают, смотрят сначала. То есть, у нас есть точки, очень важно создать точки притяжения. Да? Вот эти вот храмы, которые по поручению главы Чеченской Республики и при его непосредственной поддержке строятся сегодня в Чеченской Республике, мероприятия, которые мы планируем, включаем, так сказать, в свои бюджеты, скажем, вот уход за кладбищами, да, встреча одноклассников, вот, встреча выпускников там, университета Чечено-Ингушского государственного. Это все, эти события, эти мероприятия, эти храмы, да, как божественные храмы, так и храмы науки и культуры, эти точки притяжения сегодня как раз и вот притягивают к нам русскоязычное население, представители разных национальностей, которые, к великому счастью, возвращаются, и причем возвращаются, будучи профессионалами в очень нужных сегодня для нас сферах, как наука, ну, образование, да, там, медицина, идут учителя молодые к нам, именно русские учителя, которые очень, кстати, сегодня для Чеченской Республики, которая, в общем-то, изранена войной, мы упустили целые поколения ребят, которыми, разумеется, нужно заниматься. Вот, то есть у нас представлены некоторые народы Дагестана, у нас представлены армяне. Вот сейчас есть инициатива от горских евреев для того, чтобы создать там ту общину, которая там в свое время достаточно благополучно проживала. А насколько в целом сегодня миролюбивая обстановка в республике по отношению к другим народам? И является ли это все-таки такой повсеместной тенденцией? Это без всяких сомнений, потому что позиция главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, она полностью имеет своей платформой, да, вот именно содружество народов, именно взаимовлияние культур. То есть это и есть направление вашей национальной политики, да? Абсолютное направление, полная интеграция Чеченской Республики, народов Чеченской Республики, которые во многих моментах отстали с точки зрения интеграции, с точки зрения адаптации сегодня. Да? И, естественно, нет ни одного процесса вот, развития, скажем, того же спорта, медицины, экономики, инвестиционной или инновационной сферы, где бы мы не задействовали представителей других национальностей, других конфессий. Вот, сейчас даст Всевышний, может быть, в ближайшее время мы проведем форум там, или конференцию, которая будет посвящена русской гуманитарной миссии, какую роль, скажем, наши какие-то фонды, которые занимаются, разумеется, это фонд Ахмад Хаджи Кадыров, какие-то имени Ахмад Хаджи Кадырова, какие-то другие фонды, которые занимаются благотворительной деятельностью, чтобы это было в рамках и в русле интересов Российской Федерации за пределами страны, в ее внешнеполитическом курсе. Вот. Все это очень важно, и мы знаем, что есть определенные проблемы с рекрутированием молодежи, скажем, в ряды ИГИЛ. Да, это важнейшая проблема. И скажу вам, что игиловцы, их идеологические вожди очень сильно бьют по нашим историческим мозолям. Они очень сильно бьют по каким-то таким старым историческим межнациональным обидам, досадам. Вот. Они пытаются ввести в состояние тревоги наши народы. Они пытаются ввести в состояние таких, я бы сказал, цивилизационных, может быть, даже религиозных столкновений между исламом и христианством, время от времени делая вбросы о, так сказать, великом противостоянии исламского и там, христианского миров. А какую работу по предотвращению этого ведут власти вот, республики? Так вот, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, он не просто работает на регион, он патриот России. Да? Вот, он патриот России. И как бы этот человек, вот его можно ассоциировать сразу в нескольких таких цивилизационных кругах, я бы сказал, да? Пространствах. Во-первых, он
по моему мнению, самый яркий сегодня и самый харизматичный лидер исламского мира. Об этом мы обязательно должны помнить, потому что это мы получаем с вами очень широкий, в данном случае, инструментарий влияния на страны исламского мира. Рамзан Ахматович играет очень такую, если взять отношения мусульманских, кавказских народов к федеральному центру, то Рамзан Ахматович это символ, скажем, центростремления, понимаете? То есть это такая, он обеспечивает такой центростремительный процесс, процесс единения, потому что через призму его политики очень многие кавказцы, очень многие мусульмане видят, что Россия это именно та страна, где можно в содружестве наций и конфессий побеждать международный терроризм. Потому что такой опыт уже на территории Чеченской Республики в 90-е годы, этот опыт был. Этот эксперимент был срежиссированный, так сказать, на подмостках Голливуда. ИГИЛ номер 1 попытались создать на территории России, на территории Чеченской Республики в частности, но эти попытки провалились благодаря великому доверию двух государственных мужей. Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, и Ахмаду Хаджи Кадырову. Какую работу вы сегодня ведете с молодежью вот, по предотвращению экстремизма, терроризма? На чем она основана прежде всего? В первую очередь мы всегда, скажем, предпочитаем концептуальный подход. Значит, вот есть антиисламская концепция, концепция ИГИЛ. Там, да, которая, ну, мы его там можно называть ваххабизмом, можно называть хариджизмом, как угодно. Ну, скажем, концепция ИГИЛ. Концепция, которая специально разработана и введена западными спецслужбами для того, чтобы создать ощущение такого отчуждения от мусульман и от исламского мира, что в свою очередь решает очень многие геополитические вопросы в угоду транснациональных корпораций и стран, которыми они манипулируют. Да? А что касается вот антиконцепции, которую мы предлагаем, ее и не надо придумывать. Наша концепция самая верная. Эта концепция формировалась на протяжении 1500 лет. Это концепция великой, мирной, да? Знаменитой исторически, с того самого раннего средневековья, идущей, самого раннего ислама, с появления на свет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и до наших дней великой исламской культуры. И для того, чтобы люди понимали, что других концепций быть не может, и выжить в условиях многоконфессиональности, в условиях многонациональности могла только религия мира, добра и дружбы, которая все эти истины, все эти ипостаси и транслирует через свои проповеди. И именно эта религия смогла не просто выжить, да, но у нее появились десятки миллионов последователей, которых мы 20 или там разные цифры приводятся, 25-30 миллионов, да, мусульман, которые проживают на территории России. Это как раз результат вот того великого взаимовлияния русского православия и ислама. Вот эти две конфессии, эти две религии и две цивилизации стояли у истоков создания великого русского, российского, далее советского и вот опять российского государства. Спасибо вам, Джамбулат Вахидович, за интересный разговор. Удачи вам в работе. Ну и мы все, конечно, будем верить, что впереди нас ждет только мир, добро и единство. Спасибо большое, Светлана. Очень надеемся. Спасибо, до свидания. До свидания.